Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет, друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Мы находимся на реке Лена, за полярным кругом в Якутии. И я вам покажу, как охотятся на гуся у нас в Якутии. Для этого я сделаю серию фильмов, посвященных охоте. Чтобы мои фильмы не показались однотонными, в каждый из фильмов я буду вставлять охотничий быт, полевую кухню и фрагменты самой охоты на гуся. Поэтому устраивайтесь поудобнее, ставьте заранее свои лайки и приятного просмотра. Так, всем привет! Сегодня хочу показать еще пару способов подманивания гуся народными, так скажем, методами. У нас еще вот, допустим, если нету духовых манков, то используют обычные руки. Вот делаем, значит, скрещиваем пальцы так, чтобы получилось вот небольшая такая вот коробочка. Можно так вот. Вот такой вот есть способ. Вот такой. Вот. Оставляю щель вот. И вот внутри полость такую вот. И задувают. Допустим, я так делаю. Вот. Можно вот так вот скрещивать лодочкой. Еще как по-другому называют. Тоже другой звук получается. Также есть вот такой духовой манок. Не помню, за сколько брал, но давно покупал. Ну вот он для гуменника как бы более-менее так подходит. Делают вот так им. Это, на мой взгляд, призывает гуменников, ну, посадки. Тем самым, когда вот гусь идет на посадку, он издает такие характерные звуки вот. Вот так делает. Вот такие вот есть духовые манки. Ну, про этот я уже останавливался. Ну, это на утку. Вот. Ну, это не сезон пока этого манка, поэтому его отложим. Использую вот эти два вот и руки. Также есть вот гильза 220 308. Ее тоже можно. Вот так вот. Всем пока. Ну вот, закончили с постройкой скоротка, ну или засидки. Сейчас пойду коллеге помогу. Он, получается, вот на этом мысу будет сидеть. Вон там. А мой скородок находится вон там. Вот еще один. Кто-то снежный скородок построил. Ну, кто-то, имеется в виду, я знаю, кто это сделал. Еще один напарник. Итого у нас должно быть 3 скородка. Готовимся. Я там прорубил небольшую такую площадку, чтобы
видно было наши чучела. Вот. Сейчас покажу вам вот эту засидку. Я сам еще приделался. Вот как он изготовил свою засидку. Убрал все свои чучела туда. Довольно-таки глубокая. Что-таки под лестницей здесь сидел. Вот. Смотрите. Зайдем посмотрим. О! О! Нормально. Ну прохладно, правда, здесь. Ну да ничего. Как говорится, сидеть можно. Сейчас чучела надо воткнуть. Костюм напялить белый. Попробуем посидеть. Итак, дорогие друзья, как вы сейчас видели, я допустил одну, ну, то есть у меня уже вторая такая грубая ошибка при стрельбе летящей дичи. Вы видели, сейчас гуси подлетели перед нами, мы начали стрелять. Я выбрал мишень, которая быстро на небольшой дистанции пролетала надо мной, над городком. И мне пришлось стрелять по ней, брать опережение и, не видя мишень, закрывая дулом, получается, и цевьем. Поэтому не допускайте таких ошибок, как я. Стреляйте в цели, которые находятся перед вами. То есть не обращайте внимания, которые будут пролетать над вами. Хоть они и будут ближе, потому что в них попасть будет очень довольно сложно, но возможно. Гуси как раз по попутному ветру летели, по северному, поэтому скорость у них была очень быстрая. Визуально, конечно, это кажется, что медленно, но это не так. Поэтому вот учтите на будущее. Николай Егорович вытаскивает сетку. Вот так весной рыбачат рыбаки. Там подсказывают Николаю Егоровичу посмотреть лодкой, проверить. Но у Николая Егоровича своя методика, судя по всему. О, что-то есть. Коряшка. Там просто вон поймалась льдина, поэтому ему тяжело тащить. Очень тяжело ему тащить. Так, вот посмотрите, улов вот такой вот. Щукарь такой небольшой. Смотрите, какой пузатый. Здесь икра у него. Икрянистая. Вот. Николай Егорович вот поймал. О, молодец. Все, пошел. Инструмент. Когда был раз такая. Тиритин кита жарылада хана тиритин кита иринг үчүгө болду мен неге спаиди. Уровлава теңди. Бо итен инструмент иди бурака. Вот такой инструмент для очистки. Гвоздем пробиваешь. Так, вот сейчас будем икру брать. Это разделка щуки. Раздел полевая кухня. Где? Опа! О, вот.
Так, вот посоленная щука. Сейчас будем ее на ветру немножечко подсушивать. И после этого закоптим. Мы очистили кожуру от щуки. Посолили ее вот в пакете вот днем быстренько, чтобы она лучше просолилась, быстрее просолилась. Соль в пакете, потому что пакет он как бы быстрее просаливает. И нарезали вот на такие пласты. И будем подвешивать. Сейчас на ветру. Здесь вот на ветру будем подвешивать все это дело, чтобы оно немножко подсохло. Итак, продолжим. По 2 кусочка. Протыкаем их. Так, ну вот так вот развесил. Вот получилось у меня вот, как видите, здесь ветром обдастся. Потом снимем, начнем коптить. Так, ну вот, как я обещал, показываю коптильню. Вот такая коптильня. Вот, здесь ножки ставятся, но я без ножек использую. Такой поддон к ней идет, вот. У него есть ножки. Его ставить, чтобы то, что капает жир там, то есть всякое, все туда стекало. Вот, уловитель жира, короче. И 2 вот такие сеточки, вот, одна повыше, одна пониже. И на них накладываешь. И крышка вот такая к ней идет, металлическая. С такими этими канавками тоже. Так закрывается. Хорошая коптильня полевая. Будем на ней коптить. Так, вот сейчас очистим это мху, кустарник. Ну не кустарник, а дерево. От кожуры. В прошлый раз я вот нарезал. Вот у меня получилось, вот они. Так. В этот раз также настругаем их туда. Вот нарезали и его стелим тонким слоем. Эти наши импровизированные такие опилки, скажем. Конечно. Ну, сырой ольха, думаю, тоже пойдет. Га, чтоб дымело. Поддон встал. Положу щуку. Так, как говорится, вечерело, да?
Ну что, начинаем нашу закладку рыбы. Будем закладывать. Вот она более-менее подсохла, покрылась корочкой. Такой вот. Начнем аккуратно закладывать. Сколько вместится. Заодно и посмотрим, сколько сюда вмещается таких вот пластов. Сколько же сюда их поместится-то? Так, возьмем поменьше кусок. Пусть будет так. Да будет так. Это оставим, пусть еще подвялится. Тола? Так, ну что, ставим нашу закладочку на открытый огонь. Это уже ближе к углям, не открытый огонь, конечно. Все же принято решение немножко его раскидать, дабы сильно не дымело. Ну вот, смотрите, пошел дымок уже изнутри. Вот, процесс уже пошел. Закроем. Пусть коптится. Итак, осталось 3 минуты. Потом посмотрим результат. А пока я сварганил что-то типа тут небольшой печи. Ветер сюда задувает. Вот поставил на 2 таких догорающих чурбачках. И туда под низ просто подкидываю угольки. Немножко дровишек подброшу, чтобы хорошо горело. И более-менее что-то у нас процесс идет, какое-то копчение. А здесь пока снимем, посмотрим, что получилось. О, какая влага на крышке образовалась. Пусть пока стекает. Дымокур у нас до сих пор дымокурит.
Рыба уже стала мягкая. Она, походу, сварилась вообще. Ну, будем давать ей отстояться, отлежаться. Дадим, чтобы она, так скажем, подсохла. Скорее у нас вареная рыба получилась.